Всех приветствую! Продолжаем изучать программу Affinity Designer. На прошлом уроке мы разобрали несколько новых инструментов. Сейчас повторим. На прошлом уроке мы научились изменять конкретный угол, точнее стиль конкретного угла. Для этого выделяем нужный нам объект, выбираем инструмент угол и тянем за нужный угол. Также можно применить разные стили. С помощью этого инструмента мы можем объединять объекты, например, вот так, вычитать их, оставлять только пересечения, удалить пересечения и разделить. Также на прошлом уроке мы научились преобразовывать объекты в кривые. Для этого нужно выделить нужный нам объект и нажать кнопочку «Преобразовать в кривые». Для чего же это нужно? Это нужно для того, чтобы мы смогли изменять наш объект как нам угодно и добавлять дополнительные точки. Например, вот так. То есть мы можем с помощью инструмента «Узел» выделить уже имеющиеся точки и изменить их, то есть перетянуть. Также можем создавать свои, если нажмем на линию между этими точками. Вот появляется такая маленькая черточка. Если мы нажмем на нее, то появится еще одна точка или узел. Таким образом можно создавать собственный объект. Теперь поговорим про новые инструменты. Например, такие как карандаш. То есть, что делает карандаш? Он рисует. То есть можно абсолютно произвольную сделать форму и замкнуть ее. Так. Получается такая клякса. Ну, в моем случае. Также к ней применимы все прошлые инструменты, такие как узел. Изменять точки на нем. Добавлять собственные. Чего же это нужно? Эта функция служит опять же для создания своих собственных объектов, то есть форм. На данный момент наш вот этот объект является только линией. Чтобы сделать заливку, в него нужно выделить вот эту вот линию и вверху справа выбрать заливка. Выбрать цвет, пусть какой-то вот такой. И обводку. Обводку можно в целом убрать, то есть это уберет наши вот эти вот линии, которые мы нарисовали. Так, и останется только вот наш объект, без обводки, который мы можем также спокойно изменять. Следующий инструмент называется перо. С помощью него можно рисовать более округлые формы. То есть выделим этот инструмент, то есть выберем этот инструмент и далее нажмем одну точку и вторую. И далее мы можем, потянув за кружочек, создать такую дугу. Также продолжить эту дугу, нажав на любое место на экране. Так. Здесь опять же правим форму и нажмем сюда, чтобы замкнуть. Сделаем что-то вот странное вот такое. Видим, что все наши дуги, они как бы ровные, то есть они будут ровнее, чем мы сами нарисуем, например, тем же карандашом. Можно заметить, что немножко кривенько так, а вот здесь все гладенько. Также мы можем использовать заливку абсолютно идентично. Можем убрать обводку. Изменять точки. Ну и последний на сегодня инструмент называется векторная кисть.
помощью нее мы опять же можем рисовать линии, но они у нас будут смягчаться. То есть, как бы мы криво не нарисовали, вот здесь можно заметить, но когда я отпущу кнопку мыши, мы заметим, что все они выровнялись более-менее. Можно заметить кривенькие искажения, и все у нас стало ровно. Опять же, можно применять заливку. И изменять наш объект. На этом все. Всем спасибо за просмотр.